соревнования, квест, веселье и польза для природы в одно время? Скажете, а такое вообще возможно? Да, Уфа может все. Начался сезон уборок. Уже в субботниках приняло участие более 70 тысяч человек. И это только в одной Уфе. Но эта акция необычная. Она сделана в виде соревнований «Чистые игры». «Чистые игры» – это всероссийский экологический проект, стартовавший в 2014 году. С тех пор проведено 678 игр в 285 городах России. И уже собрано около 1041 тонны мусора. Про суть игр мы решили спросить у ребят, которые участвуют в субботнике уже не впервые. Как попасть на чистые игры? На чистые игры может попасть любой желающий, кто захочет. Выйти из своего дома, узнать, где это проходит. То есть ВКонтакте вот есть специальные паблики про чистые игры, то есть время их проведения, место их проведения там указывается всегда. Наша точка – лес в периметре улиц Российская, Трамвайная, Руставели и Адмирала Макарова. Это не единственное место, их всего 6 по всей Уфе. В каждую из них приехали грузовики, куда можно было сдать мусор, который они увезут на переработку. В играх участвуют несколько команд из разных людей, которые действуют сообща и находят необычные вещи. Расскажи про необычный субботний квест. Сегодня у нас проходят в Уфе и чистые игры. Суть заключается в том, чтобы найти как можно больше мусора, как можно больше артефактов. За это тоже также дают баллы. Что такое артефакты? Артефакты – это исторические вещи, которые мы находим в лесу, которые не помещаются в мешок, но про них надо рассказать всякие разные истории. Уборка, совмещенная с соревнованиями, вызывает огромный интерес у людей. Они участвуют все, без ограничений по возрасту. 5 октября проведут еще один субботник. Готовьтесь, в ближайшую субботу вы будете помогать природе стать чище. Так что запасайтесь перчатками и хорошим настроем. На такие субботники я бы ходила хоть каждую неделю. Ведь стоит только начать, и эта увлекательная игра затянет себя так, что ты не сможешь оторваться. Карина Сагитова, Руслан Бикбаев. Специально для Горы новостей.